Сегодня власти Чечни потребовали от незаконных вооруженных формирований на территории республики сдать оружие. В противном случае, говорится в заявлении официального Грозного, к ним будут применены жесткие санкции. В Надтеричном районе вчера, по утверждению Службы безопасности республики, были убиты 3 сотрудника Департамента госбезопасности. Обстоятельства их гибели пока неизвестны. Однако, по уточненным данным Оппозиционного временного совета Чечни, в вооруженном инциденте в ночь на 6 августа в Надтеричном районе погибли 4 боевиков Джохара Дудаева. Как сообщили Интерфаксу в московской штаб-квартире чеченской оппозиции, люди Дудаева напали на вооруженный пост оппозиции у моста через Терек. В результате 1 человек был ранен. Ответным огнем были убиты 4 нападавших, несколько ранены. Сегодня Временный совет распространил заявление, в котором предостерег официальный Грозный, что любое посягательство на контролируемую территорию будет решительно пресекаться. Сегодня председатель парламента Чечни Ахьят Идигов обратился к народам республики с призывом сплотиться перед лицом военной угрозы. По сообщению агентства ЭФИ, сейчас у Джохара Дудаева нет военной силы, способной воевать с оппозиционными группировками. В танковом полку, который раньше спасал режим Дудаева, на ходу осталось только 4 танка Т-72. С остальных украдены и проданы на рынке аккумуляторы. Поэтому Дудаев сейчас делает ставку на мобилизацию народа против угрозы российской агрессии. Главное сейчас, чтобы Россия не бросила Дудаеву спасательный круг, предупредил недавно оппозиционный чеченский лидер Аслаханов. Любое давление Москвы или угроза применить силу укрепит нынешний режим и сплотит вокруг него весь чеченский народ. По мнению наблюдателей, сейчас Чечня балансирует между войной и миром только благодаря примерному равенству сил оппозиции и правительства в Грозном. Известный танцор Махмуд Исамбаев получил в подарок от Джохара Дудаева «Мерседес», 2 путевки на Гавайи и земельный участок в Грозном. На торжествах в честь 70-летия артиста звучали предложения Исамбаеву вернуться из Москвы в Чечню и открыть здесь школу танца.